Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Штормовое предупреждение объявлено сразу в нескольких районах Якутии. Самый высокий класс опасности в Усть-Майском улусе. Сотни тысяч выпускников по всей стране уже сдали единые госэкзамены. Как сказалась пандемия на предварительных итогах испытаний. Самый северный зоопарк вновь распахнул двери для гостей. Расскажем о том, как питомцы пережили пандемию. Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 100 человек, тысячи пострадали. В Ливане сегодня день траура по жертвам самого мощного за последние годы взрыва. Все подробности у Никиты Конева. Число жертв мощного взрыва, сотрясшего во вторник Бейрут, превысило 100 человек. Пострадали более 4000. Многие жители столицы Ливана до сих пор числятся пропавшими без вести. В стране объявлен траур, а в самом Бейруте на 2 недели ввели режим чрезвычайного положения. Взрыв был такой силы, что ближайший к эпицентру здание просто стерло, а ударную волну ощутил каждый в городе. Мы вдвоем стояли у входа, когда почувствовали, что стекло трясется. Я сказал, что может это землетрясение, и он пошел к соседям спросить, что это было. А потом я почувствовал что-то вроде удара молнии по всему Бейруту. Все стало красным, и меня откинуло взрывной волной в глубину магазина. Я, пока летел, кричал «Ахмат», а его бросило на землю перед магазином. Сразу после взрыва на улицах было множество раненых. Госпитали ливанской столицы сейчас переполнены. Врачи работают на пределе возможностей. Президент страны Мишель Аун заявил, что взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, вещества, которые используются как в качестве удобрения, так и в бомбах. Они хранились в течение 6 лет в порту без соблюдения мер безопасности. Из-за чего произошла трагедия, неизвестно. Местная пресса пишет, что на складе шли сварочные работы. Слова поддержки и соболезнования народу Ливана направили многие мировые лидеры, в их числе и Владимир Путин, и Дональд Трамп. Следком начал проверку по факту гибели девушек в Ленском районе. Напомню, сегодня рано утром в реке Лена около поселка Пеледуй утонули 2 молодые девушки. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. На данный момент установлено, что девушки 1998 и 2001 годов рождения находились в районе реки Лена возле поселка Пеледуй, где купались вместе с родственниками. В какой-то момент девушки отправились купаться и после этого не вернулись. Как пояснил один из очевидцев, девушки могли утонуть. Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Шторм ожидают в ряде районов Якутии 7-8 августа. Штормовое предупреждение поступило от Якутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. В сообщении говорится об установлении чрезвычайно высокого 5-го класса опасности в Усть-Майском районе. Высокая опасность шторма в Мирнинском и Нюрбинском районах. На территории Верхнеколымского, Момского, Намского, Аймиконского, Среднеколымского, Тампонского и Усть-Майского районов также объявлен высокий класс пожароопасности в лесах. Между тем, ситуация по лесным пожарам в республике остается стабильно напряженной, но контролируемой. Об этом в прямом эфире телеканала «Россия-24» рассказал глава Якутии Айсен Николаев. На территории республики принимаются меры по тушению 18 лесных пожаров. 7 из них удалось локализовать за прошедшие сутки. Как ранее сообщали в Минэкологии Якутии, общая площадь, пройденная огнем, составляет более 1500 гектаров. Илдархан также проинформировал о ситуации с задымлением населенных пунктов республики. Он отметил, что сильное задымление наблюдается примерно в 20 селах, которые расположены в относительной близости от очагов возгорания. Также за прошедшие сутки в Якутии выявили 55 случаев коронавирусной инфекции, 41 из них в столице региона. Также заражение COVID-19 фиксируют в Верхневилюйском, Сунтарском, Намском, Нерюнгринском, Усть-Алданском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском и Хангаласском улусах. Все заболевшие госпитализированы, контактные лица выявлены и находятся под наблюдением. По словам министра здравоохранения Якутии Елены Борисовой, становится больше заболевших COVID-19 среди людей старшего возраста.
Хотелось бы отметить, что, к сожалению, несмотря на то, что ситуация, как вы видите, по цифрам ежедневно улучшается, но тем не менее мы фиксируем большое количество заболевших сегодня уже другой категории лиц. Это хронические заболевания, это люди старшего поколения. Они протекают, у них заболевания протекают наиболее тяжело. У нас сегодня достаточно большое количество людей лежит на кислородной поддержке. Я хотелось бы обратиться к нашему населению, все-таки соблюдать меры предосторожности, безопасности, продолжать носить маски в общественных местах, соблюдать дистанцию социальную. Конечно, необходимо и заниматься дезинфекцией как в своих каких-то офисных помещениях, так и непосредственно в домах. В Якутске продолжаются плановые работы по промывке и дезинфекции сетей водоснабжения. Главная цель – обеспечить жителей города чистой водой. Но всегда ли она доходит до потребителя в должном качестве, разбиралась Полина Долинская. Лето – это горячая пора для коммунальных предприятий. Проходит подготовка к отопительному сезону, промывка систем отопления, канализаций. В том числе водоканал занимается промывкой и дезинфекцией сетей водоснабжения. Чтобы добиться результата выхода нашей чистой воды с водозаборных сооружений, производится ежегодная промывка трубопроводов. И чтобы поддерживать данные показатели выхода воды с водозаборных сооружений до конечного потребителя, производится промывка. Промывки у нас производятся ежегодно, согласно графика промывки, дезинфекции трубопроводов, утвержденной Роспотребнадзором Республики Саха-Якутия. Начало промывочной кампании специалисты водоканала провели работу на порядка 80% из 112 километров трубопровода. Перед проведением работ жильцы получают уведомление об отключении подачи воды за 10 рабочих дней и еще раз за день перед началом промывки. Работы проводятся в ночное время с 20:00 до 6:00 часов следующего дня. Мы перекрываем магистральный трубопровод на вводе и на конечной точке. Соответственно, закрываем всех потребителей, как говорил ранее. После этого закачивается доза гипохлорита. Данная доза гипохлорита у нас рассчитывается специалистами лаборатории. Данная доза зависит от длины трубопровода, а также его диаметра. Здесь на финальной точке промываемого участка разворачивается мобильная лаборатория. В течение всего времени лаборант снимает пробы воды для того, чтобы убедиться, что необходимая для промывки доза гипохлорида натрия прошла участок. Трубы прочищены. После проведения данных манипуляций сети водоснабжения готовы к возобновлению подачи воды. На этом полномочия специалистов водоканала по ее очистке заканчиваются. Но зачастую потребитель получает из-под крана воду ненадлежащего качества. Недовольные граждане начинают обращаться в первую очередь в водоканал. Однако не все так очевидно. До крана вода доходит через трех посредников. Это в первую очередь, конечно же, магистральные сети, которые принадлежат водоканалу. Потом внутриквартальные сети, которые, как правило, принадлежат транспортировщикам. Это тепловые организации, такие крупные, как Якутскэнерго, Теплоэнергия. Ну и, собственно, внутридомовые сети, которые обслуживаются или принадлежат собственникам, управляющим компаниям, ТСЖ и другим видам способам управления. Если первые этапы работы регулируются службами Роспотребнадзора, а график работы этих предприятий утверждается городской администрацией, то на третьем, финальном этапе процесс поставки холодной воды пущен на самотек и регулируется не контрольными органами, а исключительно добросовестностью управляющих компаний. Как сообщили в акционерном обществе «Водоканал», предприятие неоднократно обращалось в мэрию с предложением внедрить нормативные акты по промывке внутридомовых систем холодного водоснабжения. Однако ответа до сих пор не последовало. Полина Долинская, Григорий Охлопков, Якутск. С 5 по 8 августа в столице региона частично будет ограничено движение по улице Орджоникидзе. Связано это с ее ремонтом, сообщает окружная администрация. Перекроют улицу от перекрестка Орджоникидзе-Курашова до другого перекрестка Орджоникидзе-Петра Алексеева. Схема объезда ремонтных работ автобусами номер 5 и 15 на ваших экранах.
Тем временем в Нерюнгри уже подходит к концу капитальный ремонт улицы Карла Маркса. Это одна из центральных улиц общей площадью 19,5 тысяч квадратных метров. И именно на нее приходится основной транспортный поток города. Срок окончания муниципального контракта – 1 сентября текущего года. Екатерина Павлова о завершении работы. Капитального ремонта улично-дорожная сеть столицы Южной Якутии не видела с момента основания города. Нерюнгринскому асфальту под 50. Сложные климатические условия и практически полное отсутствие ливневой канализации делали свое дело, разрушая асфальт с каждым годом. Ежегодно по причине нехватки средств на капремонт администрация вынуждена обходиться ямочным ремонтом струйно-инъекционным способом. Устраняем различные недочеты по предписаниям ГИБДД. Ну, в общем и целом, такой вот комплекс работ для того, чтобы поддерживать дороги в исправном состоянии. Но опять-таки скажу, что это не так-то и просто, потому что в целом дорожное полотно, оно было построено единовременно в 80-х годах. И, конечно, это все пришло уже вот такое печальное состояние, что наш ямочный ремонт и так далее, они уже, скажем так, они уже не помогают. В прошлом году начался долгожданный капитальный ремонт улицы Карла Маркса, заявленный по программе развития Нерюнгри как моногорода. Замена дорожного полотна и бордюрного камня, работы по отводу ливневых вод, капремонт пешеходных тротуаров. Общая стоимость работ более 108 миллионов рублей. Большая половина выделена из республиканского бюджета. Сегодня работы приближаются к своему завершению. В общем и целом мы считаем, что работа проведена такая значительная. Но это хотелось бы, чтобы это был только, такой первый этап для кардинальной реконструкции дорог в городе. Мы очень хотим попасть в программу, чтобы нам выделили средства и помогли с финансированием по ремонту улицы Ленина. Это вторая, такая важная задача. Хотелось бы, мы сейчас подготовили все документы, участвуем в конкурсе, и надеемся, что наши пожелания воплотятся в жизнь. Выполненные работы позволили отвести дождевые и талые воды с улицы Карла Маркса. Работы по восстановлению ливневой канализации на проспекте Ленина будут выполнены параллельно с капитальным ремонтом проспекта. В связи с ремонтными работами до 10 августа перекрыто движение автомобильного транспорта на перекрестке улицы Карла Маркса и проспекта Ленина. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Сотни тысяч выпускников по всей стране уже сдали единые госэкзамены. В этом году они проходили в условиях специальных мер безопасности из-за коронавируса. А предшествовали выпускным испытаниям несколько месяцев удаленной учебы. Как все эти факторы повлияли на предварительные итоги ЕГЭ, узнаем из материала Максима Кардозу. Билет номер 9. Прием. Что вы сказали? Такая находчивость студента из фильма Леонида Гайдая для современных школьников кажется каменным веком. Сегодня в ход идут модные гаджеты и микронаушники. Но даже шагнувшие вперед технологии не спасают тех, кто хочет списать во время ЕГЭ. В этом году Ростелеком разработали программу машинного зрения, так сказать. И у нас искусственный интеллект даже следил за тем, чтобы ребята не применяли мобильные средства. И, кстати, половина нарушений как раз-таки выявлена благодаря этой новой технологии. И нарушения действительно были. 850 случаев по всей стране. Но это на треть меньше, чем в прошлом году. Правда, главная тема ЕГЭ 2020 была совсем другая. Это беспрецедентные меры безопасности. Санобработка, термометрия, шахматная рассадка, дистанционная подготовка. Многие родители переживали, что в таких условиях дети просто не смогут достойно подготовиться и сдать экзамены. Но это оказалось лишь пустым опасением. По сравнению с прошлым годом улучшение в сторону качества у нас есть. И даже увеличение числа сдавальников наших детей 2 раза увеличилось в этом году. В этом году 33 выпускника получили по 100 баллов. В Якутии в этом году ЕГЭ сдавали почти 6 тысяч школьников, и 2 из них получили по 100 баллов за 2 экзамена. Специалисты говорят, это результат мотивационной подготовки на самоизоляции. Сдавали ЕГЭ в этом году только те, кто хотел поступить в вуз. Не обошлось и без скандалов. Задания по химии многим показались слишком сложными. Эксперты уверяют, это лишь способ проверить реальные знания, а не работу по шаблону. Мы действительно убираем из измерительных материалов
вот тот аспект, на который можно натаскаться по шаблону. Изменился контекст ввода задания. То есть добавилось то, что не было представлено в примере. Это один из примеров вариантов, который представлен был на сайте. Те ребята, которые имели глубокое знание химии как предмета, то, о чем говорит учитель, без проблем справились. В целом ЕГЭ во всех регионах прошел без происшествий, а главное, после экзаменов не было зафиксировано вспышек заражения коронавирусом. Впереди дополнительный период сдачи ЕГЭ и время подачи документов на поступление в вузы. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. Якутский зоопарк после пандемии коронавируса вновь открыл свои двери. Как пережили это непростое время питомцы зоопарка и какие требования сейчас для посетителей, расскажет Дмитрий Темыров. Как ни странно, но период пандемии благотворно повлиял на работу зоопарка. Особенно этот период пришелся по вкусу его обитателям. Ведь за это время животные смогли не только отдохнуть от подчас назойливых посетителей, но и увеличили свое потомство. Животные отдохнули во время пандемии, да, очень, у нас размножились различные виды в этом году. Северные олени, благородные олени-зюбры, видели, наверное, бизона, да, также корсаки, ентовидные собаки, у павлина в авиарии, там павлинята, да, уточки, огори. Зоопарк после 4 месяцев пандемии открыл свои двери в минувшие выходные. И уже от посетителей просто нет отбоя. Да, действительно, с 1 августа, согласно указа главы, зоопарк открылся. Наконец-то он был закрыт с 19 марта. Это более 4 месяцев закрытый был. То есть весна и лето прошли без посетителей. Конечно, посетители очень довольны тем, что зоопарк открылся, потому что это одно из любимых мест посещения именно родителей с детьми. Традиционное место притяжения – вольер с белыми медведями. Многие посетители зоопарка приезжают сюда, чтобы увидеть подросшего медвежонка. Его имя Алмаз выбирали всей республикой. Впрочем, как оказалось, что поглазеть якутяне спешат не только на медвежонка. Самым ключевым, можно так сказать, питомцем зоопарка сегодня является, конечно же, фламинго, который поймали в прошлом году на территории Нюрбинского улуса. Можете посмотреть, фламинго находится в вольере. Хочется отметить, что фламинго тогда имел окрас розового цвета, а сейчас он уже имеет свой полноценный окрас, это белый цвет. Эта птица сегодня является самым, можно так сказать, трендом этого летнего сезона. Сегодня мы приехали в зоопарк Артодайду посмотреть со своей семьей животных. Как раз увидели розового фламинго, которого привезли с Нюрбинского района. Очень были рады посмотреть. Меня впечатлило, что здесь есть фламинго. Я узнала, что в Нюрбе нашли розового фламинго. И я видела это только в телевизоре и в книгах. Но сейчас увидела. Как и во всех предприятиях сферы услуг, здесь также соблюдаются меры безопасности. Соблюдение социальной дистанции, масочный режим, а также в доступных местах установлены автоматы для дезинфекции рук. А чтобы посетители не нарушали данные меры, привлекли волонтеров. Я тут работаю волонтером, контролирую, чтобы все было соблюдено. Провожу каждый раз дезинфекцию, и чтобы дети и взрослые не нарушали правила. В целом, посетители самого северного зоопарка страны очень довольны открытием этого уникального объекта. Мне очень понравилось в зоопарке. И нет никакой очереди, свободно прошли, прогулялись, посмотрели, все было очень интересно. Понравилось хорошее состояние зверей, упитанность, вольеры в хорошем состоянии. Очень много видов птиц посмотрели, пока мишку северного. Очень рады, конечно. Дмитрий Темыров, Елизавета Васильева, Григорий Охлопков, Хангаласский улус. На этом наш выпуск подошел к концу. Увидимся на телеканале Якутия 24.